Торжественные мероприятия, посвященные годовщине со дня образования одной из структур в сфере безопасности страны, начались с возложения цветов к памятнику героям Отечественной войны народа Абхазии. Отдать дань памяти павшим защитникам Родины в столичный парк славы пришли руководство и личный состав Государственной службы охраны. После состоялось торжественное заседание вознаменования годовщины образования ГСО в администрации президента республики. У входа в здание главнокомандующего впервые встретила рота почетного караула, созданная к торжественной дате. Товарищ главнокомандующий, личный состав Государственной службы охраны, приглашенные на торжественное мероприятие, посвященное 32-й годовщине со дня образования службы, собран начальник штаба подполковник Жиба. Открывая церемонию, глава государства поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником и отметил, что в день создания ГСО в истории нашей страны был заложен еще один прочный фундамент, обеспечивающий безопасность государства. Государственная служба охраны – это сплоченный коллектив профессионалов и настоящих патриотов. Личный состав проходит ежедневную проверку на мужество и решимость в сложных и опасных обстоятельствах. Президент также подчеркнул, что служба в ГСО требует постоянной готовности к оперативному и точному выполнению поставленных задач для предотвращения потенциальных угроз, высокого уровня профессионализма и смелости. Аслан Бжания выразил благодарность ветеранам службы и призвал всегда помнить о сотрудниках ведомства, отдавших жизни, исполняя свой профессиональный долг. Руководство страны признательно вам за безупречную службу и впредь будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку. Сегодня мы вспоминаем сотрудников ГСО, которые отдали жизнь, исполняя свой долг. Их героизм навсегда останется в наших сердцах. Выражаю благодарность ветеранам службы, чей богатый опыт и многолетняя преданность делу стали примером для молодого поколения служащих. Уважаемый Дмитрий Сергеевич, в этот праздничный день желаю вам, всем сотрудникам и ветеранам Государственной службы охраны здоровья, благополучия и успехов в важной и ответственной работе. С поздравительным словом выступил начальник ГСО генерал-майор Дмитрий Дбар. Он отметил, что личный состав госслужбы ежедневно находится на страже национальных интересов и особо подчеркнул динамичное развитие и повышение уровня подготовки бойцов ведомства. В этот день мы в первую очередь вспоминаем о тех, кто стоял у истоков формирования ГСО в тяжелые военные и послевоенные годы, проявляя твердую решимость, которая позволила заложить прочную основу для становления и развития службы. Особо отмечу динамичное развитие и повышение уровня подготовки бойцов ГСО, укрепление материально-технической базы службы, что стало возможным благодаря пониманию и содействию со стороны руководства республики. Убежден, что личный состав Государственной службы охраны и впредь будет оставаться надежной опорой государства, уверен в высокий профессионализм и сплоченность всех звеньев правоохранительной системы позволят с честью преодолеть вызовы современности. В завершении торжественного заседания приказом начальника ГСО за добросовестное и четкое исполнение своих должностных обязанностей, проявленное во взаимодействии силовых структур, ведомственной медалью за взаимодействие были награждены министр ПЧС Лев Квициния, министр внутренних дел Роберт Киут, генеральный прокурор Адгур Агрба, председатель СГБ Тимур Ахиба, председатель ГТК Атар Хеция и ряд других руководителей и сотрудников силовых структур, а также бойцов госслужбы. Также на мероприятии сотрудникам ГСО были присвоены очередные воинские звания и вручены почетные грамоты. Товарищ генерал-майор, младший лейтенант Гакубан для получения очередного воинского звания прибыл. Всегда добрались, идет.
Государственная служба охраны Республики Абхазия была создана в 1992 году. В 32-летнюю годовщину службы приказом начальника Дмитрия Дбар была создана рота почетного караула, которая будет принимать участие в протокольных мероприятиях, связанных с президентом республики, и участвовать в парадных расчетах. Дмитрий Дбар отметил, что почетный караул – один из важнейших государственных символов любой страны. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение.